Добрый день, ребята, я сегодня хочу вас познакомить уже с сушеной заготовкой, которую мы высушили на специальной сушилке. Вот этот очень прочный, твердый материал, карагач. Заготовка у нас идет от 70 миллиметров. Мы специально вырезаем такую на пилорамах толстую заготовку для того, чтобы можно было скрутить рукоятку в сторону, чтобы человеку было удобно. И, допустим, с этого фрагмента можно получить несколько прикладов. Вот я сейчас тут немножко заскурил перед тем, как снимать. Вот. Для того, чтобы показать вам структуру дерева. Сейчас я вам покажу на самом деле, насколько этот материал твердый по своей структуре. Вот я возьму сейчас железку, сверло. И смотрите, вот сам материал. Вот. Видите, вот очень мало бороздится, практически не бороздится. Вот твердо нажимаю. Если бы это была бы другая порода дерева, ну, такие, если не брать породы как лиственницу или там сосна, то можно было очень глубоко бороздить. Мы почему остановились на этом дереве? Потому что оно, во-первых, очень прочное для большого настрела, чтобы оно не трескалось. Сегодня поступает много заказов от тех стрелков, охотников, у которых лопнули приклады практически. Поэтому, ну и напополам даже лопаются в рукояти, сами колодки трескаются. И поэтому мы прибегли вот к такой красивой древесине само по себе. У него очень хорошая текстура, сама по себе витиеватость. И я хотел вам это тоже сейчас продемонстрировать. Так, вот сейчас я возьму небольшое маслицо и покажу вам. Вот. Его структура сразу должна выделиться. Вот. Используем немецкое масло, специальное масло для вакуумной печи, которая имеет очень жидкую структуру, с помощью которой можно быстро кристаллизировать. Видите, вот какой красивый рисунок получается у нас. Вот, вдоль волокон. Видите, какая красивая древесина само по себе. Это радует наших охотников. Само по себе. Сейчас, видите, вот какая структура. Это называется у нас тангенциальный пропил. Чтобы мы могли наиболее выбрать эстетический вид дерева. Видите, какая красота у нас получилась. Видите, натуральное масло. Вот, это все мы обрабатываем, дополнительно красим, кристаллизируем. И у нас получается, вот сейчас покажу еще один такой вам приклад. Ложе, вернее, надо правильно выразиться. Ложе в виде готового продукта. Вот, получается вот такие вот, такое вот ложе. Очень красивое по своей структуре дерево. Вот мы подобрали такой немецкий, как я, говорю, да, немецкий дизайн для того, чтобы можно было восхищаться им. То есть само по себе рукоятка очень удобная. Здесь наш бренд. Вот готическая насечка
мелкая насечка, как на Крихове 22 дюйма. И получается вот такой вот чудесный приклад, регулируемый на марку Orsis 120. Сейчас я вам покажу. В данный момент. Вот такая вот красота, такое вот заглядение. Близкого расстояния. Вот полностью хозяину будем уже отправлять. Данный приклад полностью у нас регулируемый. Он очень хорошо сидит. Вот такая насечка. Красотища. Сейчас я покажу, как он сидит на мне. Отойду немножко. Привет. Вот, ребята, приклад очень удобный. Специально сделали все по замерам. Высота гребня, длина приклада, рукоятка, длина курка, чтобы это было удобно нажиматься первой фалангой. Вот, принимаем в стойку. Ну, это уже для спортсменов, для охотников идет на карабин. Вот, специальный затыльник нами разработанный, очень прочный полиуретановый затыльник, который смягчает отдачу. И вот я сейчас вскинусь. Вот, допустим, ну вот бац, например, мишень, допустим, не стреляется у нас там глиняная. В основном это, наверное, может быть дичь. И, допустим, какие-то доли секунды. Задача такая, чтобы это было все отрегулировано по диагонали вертолетом. Вся это можно было там в семье, там брату кому-нибудь, сестре. Например, этим прикладом, ружьем может пользоваться несколько людей, членов семьи, которые могут на себя подобрать. Но в данный момент он сделан с учетом того, чтобы охотник мог его регулировать от зимы, от сезона. И его цель, чтобы там, допустим, какая-то мишень, доли секунды, например, можно было поставить, ну, он стреляет только оптикой, по механике он вообще не стреляет. И при вскидывании и при вкладке стрелок, тем самым настроив регулярный гребень по высоте, может сразу находить сетку. Ну, обычно бывает это доли секунды, например. Вот у нас в Якутии, у нас много дичи, копытных, и туман, все вот это холод, все время вот так вот. Там бывает очень доли секунд. Но зверь тоже очень умный, и требуется сноровка, ловкость, быстрота. Это все, эти маневры, они влияют на охоте. И с учетом этого в данный момент вот был сделан такой приклад для того, чтобы было им удобно и быстро использовать его на охоте. И помимо красоты еще сюда воплощена вот именно грация, сама эстетика. Вот. Мы сделали несколько таких лож на Orsis. И в данный момент просто вот восхитительно прямо сидит. Вот заметили, да, вот даже вот по комплекции мы совпались. Монте-Карло такое, да, отвод затыльника. Видите, я вот не поднимаю плечо, не компенсирую длину. Если был бы короткий приклад, я бы не съеживался бы там, как-то что-то бы делал. А я сделаю в данный момент, смотрите, что вот и вкладка. Бум, заломыш. Все, никто у меня не отберет сбоку. Полностью кран работает, и можно получать удовольствие, стрелять. Пух, пух, пух. Вот, немножко мы ушли, конечно, от древесины в данный момент. Прикладу готовой продукции. Ой, какая красота. Запах какой вкусный. Немножко эмоций. И я хотел вот еще раз показать заготовочку. Ну, конечно, в данный момент она у нас не обработана. И ожидает, конечно, сейчас мы будем делать в данный момент зарисовку. Выберем вот такие вот рогалики. Вот это, уйдем от этого момента. Рисунок, так, чтобы это радовало наших стрелков. И здесь начертим трафарет будущего нашего приклада. Поэтому, уважаемые подписчики, такая краткая история. Был рад поделиться. До скорой встречи.